В рамках всероссийской акции экологического субботника «Зеленая Россия» трудовые коллективы, организации, предприятия, а также школьники и студенты провели масштабную уборку на своей территории. Выйти на помощь матушке природе решили многие, независимо от статуса и регалий. Все подробности у нашего корреспондента Жаридат Халухоевой. Представители администрации всех муниципальных образований, органов исполнительной власти и просто жителей республики. Акция объединила всех, кто неравнодушен к чистоте своего края и экологии. Нам обозначили территорию. Вот мы здесь убираем, вот уже собрали 3 мешка мусора. Вот, но на этом не останавливаемся, так что это очень такое вот хорошее дело. За санитарную очистку и благоустройство территории взялись практически в каждом населенном пункте. Особое внимание участники акции уделили водным объектам. Самый масштабный субботник прошел в Магасе. Это уже 3-я акция всероссийского масштаба, проводимая региональным комэкологией в этом году. Такое благородное дело, как уход и забота о природе, объединяет многих независимо от возраста и деятельности. Вместе со всеми за генеральную уборку сегодня принялся и именитый боксер Рахим Черкиев. Субботники у нас проходят регулярно. И они должны постоянно проводиться. Не потому, что у нас грязно, а потому, что это должна быть как добрая традиция, чтобы люди приобщались к чистоте, порядку, приходили, собирались и делали нашу землю чище, приятнее. В субботнике принимает участие вся страна, и это событие уже по праву стало самым массовым экологическим мероприятием. Комитет экологии проводит такую акцию уже 4-й год подряд. Впрочем, работники ведомства каждый день борются за чистоту родного края. У нас по всей республике проходят субботники, иные мероприятия с участием жителей республики. На одном из объектов мы сейчас находимся, это река Сунжа, водоохранная зона реки Сунжа. Здесь проводится очистка территории, благоустройство территории. Согласитесь, по чистым улицам ходить намного приятнее, особенно если ты сам приложил к этому руку. В стороне не остались и работники национального телеканала. Не ленясь, все дружно взялись, кто подметать двор, а кто полоть и подравнивать почву. Делать уборку никогда не лишне. Вот, подмели территорию, там полили цветочки, девочки, мальчики своим делом заняты, девочки своим, все работают. Тем более, вот, когда погода позволяет, можно выйти и даже для собственного удовольствия делать что-нибудь. Ну а после трудной работы не грех и подкрепиться. Для всех участников акции комитет организовал и угощение. Жаридат Халухоева, Адам Талаков, Новости 24.